9 марта очень давно, в общем-то 201 год назад родился Тарас Григорьевич Шевченко. Поэт, прозаик, этнограф, человек, которого знают во всем мире. Поэтому у нас в Якутске уже 4-й год проходят шевченковские чтения, когда собираются ребята и читают стихотворение Шевченко. И очень отрадно, что читают его не только на родном, да, на языке, на котором он писал, но и на русском, и на якутском языке, и на разных языках народов, в общем-то, нашей республики. Бывали славы вольным волей, все это минуло, остались лишь курганы в поле. Те высокие курганы, где лежит зарыто тело белое казачье с головой разбитой. И темнеют те курганы, словно скирды в поле, и лишь с ветром перелетным шепчется про волю. Села возле хаты, звезда вечерняя встает, и дочка ужин подает, а мать совет желает дать ей, да соловей друг не дает. Было время, запорожцы, жили, пировали, добывали славы, вольной воли. Все-то минуло, остались лишь курганы в полі. Моя ти доля молодая, не викидай мене вночі, і вдень, і ввечері, і рано. Вітай за мною і учи, учи неложними устами, поможи молитву діяти до краю, а як умру, моя святая, моя ти, мама. Сегодня, в такой сложной ситуации, которая происходит у нас на родине, на нашей исторической, нашей родной Украине, мы показали бы, что все-таки украинский народ – это как обычные люди, что нету никакой вражды между нами, чтобы больше узнали о нашей культуре, побольше с ней познакомились. И есть ребята, которые впервые, в общем-то, познакомились с творчеством, да, и захотели сразу читать на украинском языке. Это тоже отрадно. Язык красивый, певучий, поэтому, конечно, вот для нас это очень приятно. Я прочитала стихотворение «Плач Ярославны». Мне очень понравилось, и я была рада, что я читала единственное такое стихотворение. И это стихотворение было очень грустное, и после выступления мне хотелось плакать, потому что я понимала горесть этой Ярославны, жены князя Игоря. И я рада, что выбрала именно это стихотворение. Мне оно пришлось очень по душе, и по моему характеру тоже. Это показ патриотизма, потому что я сама беженка из Украины, совсем недавно приехала, и я поняла, насколько я люблю свою страну, и очень такие общины помогают людям, и мне очень понравилось, что здесь есть такие вот конкурсы, которые проводятся, и что здесь отношение к таким национальностям совсем хорошее и толерантно относится ко всем национальностям. Младшая группа, это с 1 по 4 класс, я бы сказала, что действительно очень великолепно читают стихотворения ребята, очень проникновенно, очень душевно. То есть они сумели прочувствовать, учитывая то, что у Тараса Шевченко, в общем-то, нельзя сказать, что есть очень легкие стихотворения. Они все очень глубокие, они с болью написаны, потому что человек, который, будучи крепостным, да, и волю получил только уже под 30 лет, немного пробыв вольным человеком и опять был сослан в солдаты, то есть он практически всю жизнь был подневольным, поэтому у него не может быть такая легкая лирика. Я очень рад выиграть в этом конкурсе, я очень сильно переживал и надеялся, что я смогу выиграть, ведь я так много готовился к этому. Я прочитал отрывок из поэмы «Сон» Тараса Григорьевича Шевченко. Я очень боялся, как я смогу передать эмоции, которые несет этот отрывок. Я думаю, что я смог передать зрителю. Мне очень было интересно, как, где он жил, чем он занимался, и то, что он был крепостным, и потом ему купили буквально свободу, и он был самоучка, то есть он сам этого желал и сам хотел учиться и развиваться. Молодежь должна больше уделять внимание творчеству, вообще в целом произведениям и развиваться духовно. Я беру пример с Тараса Григорьевича Шевченко. Участвует около 50 человек по регистрации, это тоже радует. Ребята не только из города Якутска, и с Максоголоха приехали, из Табагинской школы есть, поэтому, в общем-то, конкурс у нас расширяется, надеюсь, что и дальше будет продолжать расти размах этого, в общем-то, конкурса. Восприятие Тараса Григорьевича Шевченко, вообще восприятие украинской культуры в целом.